Провожали на фронт каждый год. Пароходы приходили. На пароходе уезжали наши знакомые, наши ребята, будущие солдаты, уезжали на фронт. Жалко было, плакали. Махали рукой, пока пароход этот уйдет. Колхоз Сталина мы работали, сейчас где Тентюково, вот этот Тентюково, район Тентюково, был самый первый колхоз, который примыкал как бы к городу. Вот, и оттуда я на телеге, сам даже, мне даже почему-то не дали этого сопровождающего поводыря. Значит, я вот эту телегу привез домой, а мы жили на берегу, вот здесь детский парк, Береговая 6 улица. Сейчас эти дома общественные седые, старые, это Сухановский дом такой известный был. Вот в этом доме жил, значит, он привез этот урожай. Вот это тоже очень... То есть мы не просто работали, а мы еще и получали. А в годы войны, представьте себе, вот что, то, что я тогда вот это привез, какое-то было подспорье. Или возьмем Ижму. Взлетно-посадочная полоса знаменитая, на которой в 2010 году сел аварийный Ту-154. Вот эту полосу строили отряды Прометея и Альтаира Ухтинского индустриального института. Они ее строили методом непрерывной заливки, то есть полосы заливались круглосуточно. Кто-то приехал то ли с района, то ли откуда, там слезно просили, то ли у нее там был на свадьбу, то ли на похороны, то ли... Короче, она продала ящик водки и попалась АБХСС. И все. Ее судили народным судом, ей присудили запрет занимать должности в торговле, она была снята с работы. Это вот за нарушение правил продажи алкоголя. А что сегодня делается? Ну вот я помню, жара, лето, и вот мы все стоим, гарнисты так, барабанщики так, и как девочки падали в обморок, вот правда. Вот они так долго шли, эти линейки, что-то голосовали, руки поднимали, а нам уходить нельзя было, надо будет вот всегда ровно стоять. У нас есть замечательное сооружение, как крепера, но стоят вот вроде и там ордена, это торжество такое. Вот. Я говорю, там часы надо вешать, вот, чтобы народ всегда был в курсе, сколько минут, куда бежать и во сколько часов. Вот. А нет, надо показать достижения республики. А как они доказать? Орденами. Не было ничего. Давайте создавать коми-симфонии, коми-сонаты. Я кричал об этом. Вот, и находило понимание. Давайте, пишите, мы будем покупать эту музыку. И у нас покупали музыку. У нас покупали. Я был один из самых богатых людей в училище. Я мог купить 2 машины. Но их попробуй купить. Вот в чем дело. А начинаешь мечтать там о фэде, допустим, когда уже есть смена. Вот. Покупаешь по ошибке сначала не тот фэд, покупаешь фэд микрон в полкадра. Блин, потом как-то раз возникает, их же не продают просто. Хоп, выкинули фэд 5C, нет, 5, просто 5B. 5B, все, находишь где-то деньги, бежишь за 70 рублей, покупаешь этот фэд 5B, ура, есть фэд. Потом уже мечтаешь о зеркалке, чтобы вот там телевизор, там был, объектив вообще не купить было, как это, только то, что там идет с ним. И где-то с рук у кого-то вжи покупаю зенит с объективом. Вот, хоп, там следующая ступенька. Потом прихожу туда, узнаю, что где-то в Карткеросе в магазине лежит любитель на широкую пленку. Все, бросаешь сразу, не спрашивая, как я вернусь домой, садишься на автобус, едешь, а там один всего, покупаешь этот, потом какой-то бомж проводит, там последний автобус успеваешь до остановки тебя. Даже не думаешь там, как вернешься. По репродуктору объявили. Фашистская Германия капитулировала, хребет сломлен, над Рейхстагом реет красное знамя 130-й гвардейской дивизии, и немцы сложили лапки.